Место, где наука и творчество объединяются. Новый кванториум на базе 6-й школы Карабулака стал еще одним пространством, которое будет вдохновлять новое поколение на изучение технологий и инженерии. Здесь юные умы смогут изучать робототехнику, 3D-моделирование, программирование и другие направления. Главная цель – развивать критическое мышление, креативность и осваивать навыки, которые необходимы в современном мире. Дети учатся реализовывать свои идеи и работать в команде. К увлекательным занятиям учащиеся приступили в первый же день. Находили там детали и вставляли, и вот на следующем уроке мы его подключим и будем уже с ним работать. Мы искали разные детали для нашей машинки. Вы только начали, да, собирать? Но мы уже давно собираем. Сложно? Нет. Одна из самых интересных зон кванториума – аудитория робототехники. Здесь дети конструируют и проектируют роботов. Первое занятие посвящено сборке деталей. Вершить настоящие инженерные дела серьезно настроена ученица 5 класса Суна Мамилова. Она первой закончила конструировать своего робота. С помощью скретча, например, на компьютере, чтобы он ходил и сделал разные вещи. Я хочу стать программистом, потому что это очень интересно, и мне это очень нравится. Преподаватели стараются сделать обучение максимально интересным для детей, используют современные методики, включают в процесс проектное обучение, игровые технологии, что делает занятия увлекательными и эффективными, делится, в чем заключается конечная цель такого подхода. Все цифровые технологии, они все глубже проникают в нашу жизнь, связывают их как такой спрут. Там, например, робототехника, умный дом, там искусственный интеллект и прочее. Все это, по сути, реализуется сейчас. И наше государство, оно имеет планы, чтобы все это интегрировать уже, то есть на начальном уровне образования детей. А это уже зона ресурсного технического обеспечения для всего детского технопарка. Хай-тек. Здесь высокотехнологичные станки для обработки различных материалов. Пластика, металла, дерева и картона, 3D-принтеры, паяльные станции и не только. Благодаря им кванторианцы создают детали для своих проектов. На компьютере мы моделировали каждую эту деталь, часть. Вот, например, допустим, эту часть мы создаем на компьютере, загружаем в 3D принтер, нажимаем запустить и запускаем. Спустя какое-то время он начинает по слоям печатать эту деталь. Инновационный формат обучения в основном ориентирован на тех, кто увлечен наукой, техникой и инженерией. Знакомство с языком программирования у Саида Мохмада началось еще в прошлом году. Говорит, без робототехники многие сферы жизни в современном мире уже невозможно представить. И уверен, что будущее за машинами. Интересное направление, создавание сайта, IT-направление. И также 3D-дизайнер, тоже интересно, 3D-моделирование. Я в будущем стараюсь создать свой бизнес, и для этого мне, я думаю, пригодится все эти науки. Также в технопарке созданы цифровые лаборатории для изучения химии, биологии и физики. Они оснащены современным оборудованием, ноутбуки, микроскопы и не только. Сейчас на площадках кванториума обучаются в 3 группы, в каждой по 12 человек. Это в основном учащиеся 6-й школы Карабулака. Совсем скоро частью увлекательного проекта смогут стать и остальные карабулакские школьники. Техническое творчество – это блестящая возможность для молодых людей проявить себя, выразить какие-то и осуществить свои какие-то замыслы, уникальные идеи. И здесь, в кванториуме, они будут обучаться работать с современным оборудованием под руководством квалифицированных инженеров. Новейшее оборудование, уникальные образовательные модули, развитию научных и технических возможностей в республике уделяют особое внимание. Открытие кванториума состоялось благодаря реализации национального проекта образования. Было выделено более 21 миллиона рублей. Еще один технопарк откроется в Назране. Годовой охват детей примерно по проекту должен быть где-то в районе 2000 детей, которые примут участие в мероприятиях и, в общем-то, посетят кванториум. Новый этап образовательной системы города поможет детям осваивать современные науки и применять знания на практике. Организаторы уверены, детский технопарк станет важным шагом в подготовке востребованных специалистов. Многие из ребят уже вдохновились и определились с выбором будущей профессии. Нравится направление как программирование, как и 3D-моделирование. И вообще
В республике мало экспертов, таких как и по 3D-моделированию, и по программированию. Сейчас активно открывают школы по программированию. И то, что в нашей школе открыли класс и кружок по 3D-моделированию, я считаю, это очень хорошо и полезно. В планах Карбулакского кванториума проводить различные мероприятия, конкурсы, выставки, научные лекции. Здесь не сомневаются, что технопарк станет местом притяжения для юных талантов, где они точно смогут полноценно раскрыть свой потенциал. Диана Дударова, Молдгирия Хильгов, Магаз 24.